войне. Волчицы взгляд еще не погас. Ты твердо сказал нет войне. Ты песню мира принес нашей стране. Как много имя твое значит для нас, Олжас. Армысыздар, қадірлі қонақтар. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья и гости. Ақын, дипломат, ЮНЕСКО жанындағы мәдениеттерді жақындастыру халықаралық орталығының директоры Олжас Омарұлиевтің 88 жылдығына арналған ғасыр авторы атты бүгінгі мәдени іс-шараға қош келдіңіздер. Во второй половине 20 века в среде национальной интеллигенции Казахстана трудно найти человека, чье влияние на умы было бы столь же вдохновенно велико, как жизнетворчество Олжаса Сулейменова, пишущего на русском языке, но опередившего и определившего экзистенциальное развитие лучших образцов казахской культуры на десятилетия. Он родился в 1936 году в семье офицера казахского кавалерийского полка, репрессированного через несколько дней после рождения сына. Получив геологическое, а затем и литературное образование, поэт в разные годы возглавлял Союз писателей и Госкино Казахской ССР, Казахский комитет по связям с писателями стран Азии и Африки, являлся депутатом Верховного Совета СССР, основал международное антиядерное движение Невада-Семипалатинск, работал чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Итальянской Республике, Греческой Республике и в Республике Мальта, а также постоянным представителем Казахстана при ЮНЕСКО. Қазіргі таңда Олжас Омарұлы ЮНЕСКО жанындағы мәдениеттерді жақындастыру халықаралық орталығының директоры. 2000 жылдары ЮНЕСКОдағы әлемдік мәдени саясатына зор үлес қосты. Дүние жүзіндегі мәдениеттерді жақындастырудың халықаралық 10 жылдығына арналған бағдарламаны жариялап және әзірлеумен айналысты. Олжас Омарұлы Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасындағы кітаптары ең көп оқылатын авторлардың қатарында. Қадірлі қонақтар, сондықтан баршаңызды бүгінгі ұлттық кітапхананың үлкен парасат ордасына арнайы шақырып отырмыз. Сондықтан бүгінгі іс-шараны ресми ашып беру үшін Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының директоры Бақытжамал Қайырбекқызы Оспанованы сахна төріне шақырайық. Қошеметтеріңізбен. Қайырлы күн, қадірлі қауым, құрметті оқырмандар, әріптестер. Парасат ордасы Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасына қош келдіңіздер. Бүгін көрнекті ақын, мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы Олжас Сүлейменовтың туған күні. Өздеріңізге белгілі, жыл сайын 18 мамырда ұлттық кітапханада ақынның оқырмандармен және қала жұртшылығымен кездесу өткізу дәстүрге айналды. Дорогие гости, уважаемые читатели, рада приветствовать вас в Национальной библиотеке Республики Казахстан. Как вы знаете, стало доброй традицией ежегодно 18 мая, в день рождения выдающегося поэта, государственного и общественного деятеля, народного писателя Казахстана, нашего уважаемого друга Олжаса Сулейменова в стенах Национальной библиотеки проводить встречу с поэтом, со своими читателями и любителями его творчества. И на сегодня была запланирована эта встреча с Олжасом Омаровичем. Но, к сожалению, Олжас Омарович не смог прийти на наше мероприятие, но я думаю, что вечер пройдет в творческой и теплой обстановке. Мы также будем говорить об Олжасе Омаровиче и его неповторимом творчестве. Сегодня состоится презентация новой его книги «Век прозрения», с выходом которой хочу поздравить всех наших читателей. Перед мероприятием
Сегодня мы с Олжас Умаровичем утром заранее разрезали торжественно ленту этой книги у него дома и заранее сняли видео, которое нам сейчас покажут. Мне очень приятно осознавать, что именно мне выпала такая честь сегодня разрезать вместе с Олжас Умаровичем эту ленту новой его книги «Век прозрения». Молодые стихи мои. Вот. В разные годы они писались, а некоторые из них до сих пор звучат современные. Подарить библиотеке нашей, вот, организовал наша КМГ. А они уже раздадут читателям нашим будущим. Большое спасибо, очень рад вас приветствовать. Спасибо. Крепкого здоровья и долгих лет жизни, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии. Считайте, что сегодня Олжас Умарович с нами. Он передает всем нам огромный привет. Вы знаете, по состоянию здоровья он не смог прийти, но он очень-очень хотел быть с нами. Так что еще раз поздравляю вас всех с новой книгой. Ардақты ақын Олжас Омарұлының туған күні. Жаңа Бақытжамал Қайырбекқызы айтты, дегенмен де 88 жасқа келіп жатқанда осындай кітабының тұсауы кесіліп, сіздердің сәл денсаулығына байланысты орталарыңызда бола алмай отыр, дегенмен баршаңызды жақсы көретінін, елді, қазақты, мемлекетті жақсы көретін тілегін жолдап жатыр. Сондықтан осы сәл видео экранға назар аударайық. Сегодня мир празднует день рождения поэта, общественного деятеля, исследователя, президента движения Невада Семипалатинск, директора Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова. К сожалению, Олжас Умарович, как вы слышали, не смог прийти на это мероприятие самостоятельно, но он записал видеообращение, которое мы сейчас все посмотрим. Внимание на экран. Дорогие друзья, я очень рад вас приветствовать. К сожалению, не очно, но я очень рад, что вы собрались. Врачи мне не очень запрещают, то есть очень запрещают быть в больших коллективах. Вот, временно, надеюсь. Для меня это очень такие особые майские дни. Каждый день майский – это чей-то день рождения, моих дорогих людей. Это 16-го день рождения моей сестры Раушан. 17-го день рождения Касым-Жомарта Кемелевича. Так что заочно мы их поздравляем, и желаем долгих лет и всяческих успехов. Я очень люблю вас всех, и мне уже оказалось приличное лет. Вот, и с одной стороны пора на пенсию, но очень есть несколько вещей, которые я не успел доделать еще. И каждый день занимаюсь, пополняю те страницы
который хотел бы обязательно опубликовать и рассказать, о чем они, человечество. Еще раз поздравляю вас всех с наступающим летом, настоящим. И вот мы вроде дождались теплых дней, и теперь обязательно это пойдет нормально. Закончатся паводки, закончатся всевозможные пожары, и наступит настоящее лето казахстанское. Еще раз приветствую вас всех и желаю успехов моему родному Казахстану и всем его гражданам. Спасибо большое. Қашанда амандық тілеп тағы бір қошеметімізді білдіріп қояйық, қадірлі көрермендер. Жаңа Олжас Омарұлының өзі айтқандай, ақынның туған күніне мемлекет басшысынан бастап салалық министр өкілдері, әр аймақтың әкімдері өздерінің ресми құттықтау хаттарын жолдады. Солардың бір қаншасын өздеріңізге оқып беруге рұқсат етіңіздер. Ну, одним из первых поздравлений прислал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Вот что говорится в поздравительном письме. Уважаемый Олжас Омарович, поздравляю вас с днем рождения. Выдающийся поэт и общественный деятель, в своем творчестве вы всегда поднимали важные общечеловеческие проблемы, отстаивали ценности мира и гуманизма. Отрадно, что и сегодня ваш щедрый талант и созидательная энергия востребованы в многогранной деятельности на благо нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. Касым-Жомарт Токаев. Осындай тағы да бір ағжанға құттықтау хат Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбектің атынан Олжас Омарұлына жолданған екен. Құрметті Олжас Омарұлы, сізді Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің атынан және жеке өз атымнан туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі қуанышты күні сіздің ойға алған егестеріңіздің қашанда оңға басып, абыройыңыздың арта беруіне шынайы тілектестігімді білдіремін. Еліміздің жарқын болашағы жолындағы ізгі ізденістеріңіз табысты болып, халықтың ілтипатына бөлене беріңіз. Өмір жолыңыз ұзақта бақытты, бағындырар асуыңыз асқаралы да баянды, көрер қызығыңыз таусылмастай көп болсын. Ізгі ниетпен министр Саясат Нұрбек. Және осындай құттықтау хат Ақтөбе қаласының әкімі Азамат Бауыржанұлының атынан да келді. Оны Олжас ағаның үйіне арнайы тапсыратын боламыз қолына. Қошеметтеріңізбен. Еще одно поздравление среди многих, но его автор просил прочитать лично. Поздравление от Мурата Мухтаровича Ауэзова. Счастлив способностью своей всю жизнь восхищаться гением Олжаса Сулейменова. У каждого высокая душа, любой из нас актер, когда на сцене. Не надо нам, беднягам, ни гроша, мы гении, когда нас ценят. Когда последняя надежда, мы, когда нас молят яростью оваций, мы откровением ослепим умы. Взгляните на меня, когда мне 20. Бүгін руханияттың тойы деуге толық мүмкіндік бар, қадірлі қонақтар. Өздеріңіз естіп көріп біліп отырғандай, бүгін Олжас Сүлейменовтің Парасат дәуірі атты жаңа өлеңдер кітабының тұсаукесерімен қатар тарихшы, филология ғылымдарының докторы, осы қолдарыңызға тиген жаңа ғана кітаптың редактор құрастырушысы тапқан бірнеше мұрағаттық бейне материалдар қаралады. Сондықтан ендігі арнайы ресми сөзді Игорь Владимирович Крупко мырзаға берсек. Суховеи янычары, отложите ятаганы, осушайте маков чары, маем полные стаканы. Пусть на празднике Ярилы задымит ярмо над дышли, серость души якорила,
толпы в просторы вышли, в рост идут невыносимые. Лопается лед оков, восходят, как озимые. Из-под холода веков в каждой лошаденке снулой встрепенулся конь Пегас. В каждом карасе проснулась золотая рыба ясь, заштормила тихий пруд, волны на берег прут. На траве глубинный дар, пламенеющий янтарь. В лоск бусой, от света пьяный, угрожая и моля, из булыги лезет яхонт, ослепительное Я желает миру лучшего, помогает несчастливым, каждому в морях заблудшему голубе и лист оливы, каждой женщине по яблоку, всем орфеям по дельфину, тонущим подставить спину. Кто не понял, тем по Ярику. Дорогие друзья, сегодня мы собрались, чтобы вновь признаться в любви к лучшему, что есть в нас, благодаря человеку, который был дарован этой земле. 88 лет назад Казахстан стал родиной поэта, чье влияние на культуру нашего города и страны стали настолько определяющими, что не до конца ясно, кто кого создал. Олжас Сүлейменов – поэт, сотворивший собственный глобус. В жизнетворчестве Олжаса Сүлейменова переплетается автобиографическое и историческое, выхватывая его читателей, слушателей, зрителей из безжизненной плоскости глухой повседневности в пространство возвышающей истории. Олжас Сүлейменов уникален и тем, что он единственный из поэтов создал свою теорию языкознания, превратив поэзию в археологию знака и слова, а затем в этимологию знания. Раз в столетие эпоха избирает человека, который, разгадав слова, адресованные векам, совершает поступки, оказывающиеся смыслом и оправданием поколений. Олжас Сүлейменов – автор века, чье кометоподобное имя поэтических десятилетий звучало и наполняло 20 век реальным содержанием казахстанской литературы мирового уровня. Именно в литературе тех лет рождалась поэтическая истина, ставшая основой будущего. Сегодня, когда историю творят герои нелитературного времени, он вновь нашел в себе силы начать сначала процесс восстановления и обретения знаний. Знаний о том, что такое культура и какой путь проделало человечество от великих переселений в прошлом на маршрутах в будущее. Новая книга Олжаса Сүлейменова «Век прозрения», презентация которой сегодня состоялась, содержит молодые стихи автора. От классических произведений, вошедших в антологии мировой поэзии, до редких стихотворений, приведенных здесь в первоначальных редакциях 60-х, 70-х годов, или не публиковавшихся более полувека. Также в книге, вы можете обратить внимание, в формате QR-кодов содержатся найденные и приобретенные нами архивные хроники, видео, малую, незначительную часть которых вы сегодня увидите на большом экране. Выходя за пределы книги, они открывают визуальный мир истории 20 века, от чтения автором стихотворений в 60-е и 70-е годы до выступления на Первом съезде народных депутатов СССР в 1989 году, гуманитарных акций помощи детям в Таджикистане и Азербайджане в трудные 90-е годы и легендарного митинга Невада-Семипалатинск в Японии, когда 3000-я площадь поднялась, чтобы повторить жест великого движения. Сейчас мы отвечаем за слова. На нас глядят любой на авансцене, когда из нас исходят авиценны, у Азии кружится голова. Она глядит неласково до слез, когда мы возникаем как прозрение своей судьбой, своими подозрениями. Мы молча отвечаем на вопрос. Нескольким поколениям дарована радость быть его современниками, совпадая с ним, когда решается судьба народа в мире. Не случайно в одной из рецензий на глиняную книгу более полвека назад его назвали «Гость из будущего». Сегодня мы поздравляем Олжаса Омаровича с днем рождения.
Благодаря его творчеству в 60-е годы в Казахстане началось оздоровление общественного сознания. Затем, в конце 80-х, благодаря созданию движения Невада-Семипалатинск, началось физическое оздоровление народа после 40-летней ядерной пытки. И сейчас самое время народу Казахстана и других стран, которым поэт помог в трудные минуты, пожелать Олжасу Умаровичу могучего здоровья и направить на это все наши надежды, мысли и дела, чтобы новый век узнал то, что знает его автор. Спасибо. Енді тағы да назарымызды экранға аударайық. Осы бір жарты сағаттың көлеміндегі деректі дүниеден талай нәрсені ойға түйуге болады деп ойлаймыз. Негромкой, но верной любовью мы, люди, всегда отмечаем рождение места, где на ноги встали и первое слово сказали заветное. Вкус ветра степного и теплого хлеба узнали и родины неба. Студенты первыми встречали у себя дорогих гостей, любимых писателей и поэтов. Казахский поэт Олжас Сулейменов приветствовал участников декады новыми стихами о Ленинграде. О город, сын поэм и поздних бурь, романтику легко стать ретроградом. Иду в твой зимний Петербург, хочу пройти осенним Петроградом, увидеть пасхальную карусель, услышать что-то новое в воскресе, и там, где вечно на приколе крейсер, кормить французской булкой карасей, увидеть лица гипсовые впалые, воротников крахмальные ошейники, манжеты словно белые кандалы под черными крылатыми шинелями, великих критиков граниты финские стоят на площадях и смотрят слепо. Ушел весь мрамор петроградских фидиев, на плиты гробовые и на склепы. Шли поколения, прошли плеяды по узким венам улиц площадям, и было столько кровоизлияний на этих самых светлых площадях. На карте времени я укрупню масштаб, чтобы увидеть главное попроще: жить на Конюшенной, стрелять с моста, не быть прохожим на Сенатской площади. Мир, земля, шар земной, сочетание слов, сочетание народов, мечей и судеб. Сколько твердых копыт над тобой пронесло, все пустыни твои нас, безжалостных, судят. Мы, железные карлы, топтали тебя. Мы, батыры Чингиза, дошли до двуречья. Мы, великие воины, шли по степям и с тобой говорили на страшном наречии. Мы разрушили Рим, мы убили Тарас, мы бесчестили белых и смуглых красавиц. Мы смотрели на мир через бойницы глаз. Наши руки при встречах в удар касались. Как разделить огонь, тени раскрасить? Как? Я рожден в стороне, где живут воедино все части света. Есть и запад, восток, и север в стране поэтов. Есть края, где не знают обычных сибирских морозов. Есть края, где не знают аральского знойного лета. Где другие границы между частями света?
Океаны не покидают землю, они верят. Солнце сердцем бьется в земле, оно верит. Мы сами себя для жизни растим. Мы ведь тоже верим, что нет востока, запада нет. Нет у неба конца, нет востока, запада нет. Два сына есть у отца. Нет востока, запада нет. Есть восход, есть закат, есть большое слово «земля». Красный гонец и черный гонец. В древности был такой обычай: если войско терпело поражение или победу, на родину посылались гонцы. В случае победы гонец с красным флагом, его одаривали. В случае поражения с черным флагом его по прибытию в пункт назначения казнили. И я вот задумался, какие же люди соглашались быть черными гонцами. Каким надо обладать и мужеством, и любовью к родине, чтобы пойти на верную смерть, не свернуть с этого прямого пути и принять заслуженную по традиции кару. Перелески, холмы, задыхается конь, без дорог напрямик мчит веселый гонец, под соленой корою застыл на лице. Он сменил 5 коней, 5 коней, 5 коней, бросил кожаный шлем, бросил кожаный щит, меч остался в полыни, копье в ковылях, лук бухарский в песках Муянкумов лежит, и ржавеет кольчуга в хлопковых полях, только знамя в руке, полуголый гонец, знак победы багровое знамя не бросил. Это знамя дало ему 7 коней, 7 коней, 7 коней, тонконогих и рослых. Это знамя поило эраном его, на привалах валило под ноги баранов. Беки жарко дарили ему, ого-го, лучших девушек, плачущих, но не упрямых, но веселый гонец на привалах не спал. Здравствуй, город, прославленный орыками, поздравляю с победой. Тогда он упал, закрывая лицо руками. Ваша радость, народ, это слава его. Пусть о нем говорят на орлиных охотах. Слава, слава гонца, громче славы бойца, где-то павшего без вести за свободу. Тише, люди, хрипит, задыхается конь, без дорог, без сапог, огибая кишлак, мчит угрюмый гонец. Он ушел от погонь, на копье раздувается черный флаг. Флаг жалеет его, не спеши, не спеши головой отвечать за бесславный конец, за измену Сигуна, за трусость Патши. Разве ты виноват, что ты черный гонец? Разве ты виноват? Враг идет без шатыр, он 100-тысячным топом линчует аулы, пот съедает глаза, конь хрипит, о, Батыр, лучше б ты под копьем умирал Есаулом. Ты хотел, так хотелось быть красным гонцом, перед женами матерью, перед отцом ползать, плача от счастья, дары принимать. Прячься, глиняный город, прячься, мать, дед, кончай свою долгую жизнь, не тяни, пока честен, влетай в свое небо стрелой. Жены, жены, бросайте детей со стены, пейте яд, обливайтесь кипящей смолой.
Выступление на митинге у памятника Ермаку посвящается Андрею Вознесенскому. Есть хорошая нынче традиция собираться к подножью великих и прохожих случайные лица, обращать добрым словом в лики. И на площади Маяковского, и у памятника Шевченко голосят поэты московские, и калмык кричит, и чеченка, и в Михайловском на поляне, и на лестнице Таганрога, руки вскинув, читают поляки, причитают поэты Марокко. Ветер носит слова над площадью, словно флаги шарпы полощутся, голоса срывая на крики, лица мы обращаем в лик. Степь, гулкая, как новый зал, белела множественно лицами. Я торопливо выбирал, кому сегодня обратиться мне. Я выбрал бледное лицо мальчишки с синими глазами. Ему еще не все, наверное, рассказали. Он слушает, едва дыша. Я расскажу, а ты подумай. На тихом бреге Иртыша сидел Кучум, объятый дымом. Заревом подпертый облака, Тец на Иртыше, в бурунах шума трудятся потомки Ермака, словно братья с внуками Кучума, дни и ночи добывая свет, чтобы прозорливей был историк. Может быть, действительно не стоит ворошить предания прошлых лет, словно ничего не изменилось за полвека наших общих дат. Прошлому немилому на милость не хочу я мальчика отдать, потому у разных монументов голосим о добром и о злом. Много их ушло в металлолом жертвами великого момента, но пока в углах, на сгибах карт прячется, взывая к патриоту, прошлое, как пуля на излете, как лихой сивушный перегар. Мальчики, Сибири и мирке, громкий бой идет за души ваши. С кем вы будете, неважно с кем вы будете, вот это важно. Ждет вас мир, и тянутся мирки. Вы нужны миркам, как оправдание. Из засад выходят ермаки, Чингисханы в красочных изданиях, отрицая ложь таких отцов, вырываясь, губы кровью смачивая, я ищу в толпе твое лицо. Нахожу, мой синеглазый мальчик. Две истории у нас с тобой, но за прошлое мы не в ответе. Мы ведем за будущее бой, за счастливые тысячелетия. Неспокойство дружбы нам дано. В братстве мы не знаем одиночества. Разные у нас и имя, отчество, но отечество у нас одно. С Жоржем Сорья мы беседовали перед началом вечера советской поэзии, на который парижан пригласили зеленые афиши. Mon rôle ce soir sera extrêmement modeste. Il consistera à vous présenter l'un après l'autre les poètes que nous allons entendre. Вел вечер известный французский режиссер и актер Антуан Витез. Он читал переводы стихов и представлял участников вечера. Константина Симонова, Роберта Рождественского, Булата Акуджаву, Размика Даваяна, Алжаса Сулейменова, Виталия Коротича, Владимира Высоцкого, Евгения Евтушенко, Марка Сергеева.
в большом книжном магазине «ФНАК», знаменитом здесь, проходило собеседование вокруг только что вышедшей книги Аужаса Сулейменова, который, надо сказать, я имел огромное удовольствие слушать здесь, в Париже. Фас – высшее право в римском законодательстве. Фас эст – все дозволено. Римские полководцы посылали солдат на варварские города, вооружив их этим правом фас. Погружайте клыки, мир для вас, фас. На чужую жизнь и имущество нет запрета. Фас – это блеск суженных злобой глаз. Раз человеченье это. И вспыхнули в Риме 20 века скрещенные молнией фразы «фас ист». Да, первый философ черной рубашки был лингвист. Наследство от предков ему достался варварский мир. Он был историк, он в черной рубахе, он против черного, он был истерик. Нам все дозволено, даже логика и аналогия, и право помнить, Ромулом скормленный, волчицей вскормленный, Ромул и Рем, и повторяются из века в вечность лбы их пологие и волчья серость, овечья бледность и бедный Рим. В любви не признаются на латыни, не ссорятся, не спорят на латыни. Когда здоровы были молодыми, а вас не говорили на латыни, латинским звуком вас не отпевали, латинским словом вас не обрекали, послушав пульс, врачи не говорили той фразы, что звучала в древнем Риме «фас эст». А это значит дело бренное. Ешь напоследок жирное и пряное, пей коньяки, не обращай, что больно, ты обречен, и значит все дозволено. Жизнь коротка, пока живешь фасист, пока не ляжешь на груди, скрестив худые кисти, облачайся в черное, гуляй, фашист. Но есть под Брестом, есть один окоп, избитый пулями багровый бруствер, залитый кровью фас веселых Пруссий, и мой незащищенный каской лоб, нерв обнажен, открыто сердце там, туда мои пути, дороги, тропы, и где б я ни был, я в окопе том, последний наш рубеж меня торопит. Мы, литераторы, мы говорим не только о цветочках, но уже и о ягодках больше. Среди многих аспектов перестройки для меня главный продолжение процесса деколонизации, замороженного в 20-е годы. И он происходит со всеми проявлениями, характерными для этого процесса. Оригинальность исторической ситуации в том, что бывшая метрополия Россия наравне с другими республиками сама стала колонией центра. Мы пересматриваем в новом свете привычные. Интересы государства всегда были выше интересов народа и личности. Я избирался в Семипалатинской области, на земле древней исторической традиции. Там рождались великие казахские писатели. Эти степи и горы, наши Ясная Поляна, Михайловская Тарханы. Именно в этих местах действует атомный полигон. В Соединенных Штатах один полигон, в Китае один. Другие страны испытывают заряды за тысячи миль от своих территорий.
выплачивая компенсацию жителям атоллов. В СССР несколько полигонов. Самый старый Семипалатинский и самый активный. 18 взрывов в год. Находятся практически в центре страны. 15 лет производились открытые испытания на Земле и в атмосфере. В этом районе взорвано зарядов суммарной мощностью в 2500 хиросимских бомб. По самым скромным подсчетам. Могло ли пройти бесследно для здоровья населения районов, окружающих объект? Даже если официальные специалисты говорят «да», мы не верим. Эксперты общественного движения Невада-Семипалатинск располагают другими данными, более страшными. Третье главное управление Минздрава СССР держит в тайне материалы исследований. Хиросима и Нагасаки ныне, пожалуй, самый высокий в мире показатель средней продолжительности жизни. Благодаря направленному подъему уровня здравоохранения и социальной сферы в этих городах. От них по всей Японии. Надо признать, наше государство проявляло меньше сочувствия и уважения к своим гражданам. В районах, окружающих полигон, за 40 лет испытаний за счет центра не построено ни одного здравпункта, не оборудована ни одна сельская больница, не говоря уже о другом. Последствия открытых взрывов еще долго будут сказываться на здоровье всей страны. В 1963 году было, наконец, подписано соглашение о прекращении испытаний в нескольких сферах. Справедливости ради надо воздать должное позиции наших ученых и особенно академика Сахарова, убедивших правительство настаивать на таком соглашении. Это случилось после испытания самой мощной водородной бомбы в 600 мегатонн. Ученые увидели, какой кошмар готовит миру их изобретение, в котором совместились гений и злодейство с нарастающим преобладанием последнего. Это сочетание теперь видится даже в том, что организаторами Семипалатинского полигона приказано было стать Курчатову и Лаврентию Берия. И подземные взрывы тоже небезопасны, о чем говорит выброс радиоактивных газов 12 февраля этого года. Подобное случилось и раньше, например, прошлым летом. Тысячи детей в один день слегли с поспешно поставленным диагнозом ОРЗ, кровотечение из носа, головокружение и прочие признаки, весьма характерные не только для насморка. Создание движения Невада-Семипалатинск привело к приостановке испытаний. Полигоны вот уже 4-й месяц молчат. Хрупкое молчание. Мы очень надеемся, что правительство и общественные антиядерные движения в странах атомного клуба услышат нас, поймут и поддержат, создадут условия для подписания окончательного соглашения о запрещении испытаний во всех сферах. И поэтому стоит помнить, что беды страны начались на исходе 20-х именно с преследования и инакомыслия. Чтобы демократизация и гласность продолжались, важно законодательно высказать государственное отношение к инакомыслию, признать его творческим фактором, а не враждебным. Каждый народ эту модель может применить к своей биографии. История бессмысленно повторяется, если ее уроки не идут впрок. Надо, наконец, издать белую, или вернее черную книгу сталинского произвола с данными по всем республикам. Мы не хотим огульно отказываться от всей нашей истории, ведь кроме темного в ней были наработаны общие духовные ценности, наряду с печальным и позитивный опыт, который необходимо сохранить и продолжить. Но именно поэтому надо отделить чистое от кровавого. Да, миллионы уходили безгласно. Сегодня кричит память о них. Сегодня мы в состоянии осудить произвол в отношении отдельной личности. Свидетельство скорости развития нашей морали и правового сознания. Алматинские студенты и рабочие первые в стране провели несанкционированные митинги. Если бы алматинские события декабря 1986 года были столь же широко, демократично обсуждены и поняты, возможно, не случилось бы 9 апреля в Тбилиси. Сколько боли накопилось в стране, какая сильная отдача. Нет ни одного народа, в чем сознании не кровоточат раны. У многих из нас на руках кричащие требования турков-месхетинцев,
крымских татар, абхазцев, ингушей, чеченцев, гагаузов. Комиссии Верховного Совета по межнациональным отношениям предстоит огромная работа. И надо, чтобы до следующего съезда хотя бы некоторые из этих трудностей были преодолены. Все туже затягивается Карабахский узел. Подключаются все более масштабные факторы, этнические, религиозные и другие. Одностороннее, направленное знание, которым воспитывались народы, причина многих национальных обид и амбиций. Нужно издавать специальную серию сборников, документов по самым горячим темам. Культура предполагает шаги навстречу друг другу. В такой сборник надо бы, кроме объективных исторических сведений, включить и жестокую правду о Сумгаите, и сообщение о катастрофе самолета из Баку, где летели на помощь пострадавшим от землетрясения 50 воинов-азербайджанцев, вызвавшихся помочь соседям в беде. Эти ребята хотели внести свой вклад в дело восстановления дружбы, и они внесли, что смогли, свои жизни. Памятника им нет, имена их не прозвучали в прессе, об их участи знают только матери. Таких безвестных фактов благородства с той, с другой стороны, наверное, много. Надо их постоянно оглашать. Чтобы мы учились сострадать друг другу. Не случайное произошло в Узбекистане, не случайное в Башкирии. Знамение, тягостная, страшная метафора, которую нам дано прочесть. Очевидно одно: нельзя нагнетать давление, когда столько дырявых трубопроводов в стране. Сгущенное горючее вещество национальной и социальной неудовлетворенности течет к дорогам, по которым идут поезда с детьми. Пусть детям и внукам в наследство не передается ожесточение. Мы заслужили право, а они просто обязаны быть счастливыми. Спасибо. Пока снова дорога, как сейчас, чтобы вручить как дар детское питание в городах и селах, где идет война. Таджикистан, Азербайджан. В настоящее время вы работаете над каким-нибудь произведением? Сейчас наше общее произведение должно быть мир, спокойствие, здоровье людей. Вот над этим мы сейчас все работаем. Спасибо большое. В Баку, когда мы ходили по этим заведениям детским, больницам, нам говорили врачи, что в Баку в этом году не поступило ни одной баночки. И поэтому каждая вот эта порция, это как бы лекарство. Это дороже лекарства даже для детей. И это было очень для нас важно понимать. И вот сейчас, распределяя по Казахстану 1000 тонн в каждую область, мы будем знать, что дети Казахстана от себя отдали вот определенное количество, какую-то часть детям страдающих регионов там, что дети не виноваты в том, что происходит. Все дети одинаковые, они вне политики должны стоять, вне войн. Япония – страна, возродившая свои города из черной пыли смерти. Она много делает для того, чтобы первая атомная бомбардировка 1945 года осталась в истории человечества последней. Мы приехали к вам с великим уважением, с великой любовью к вашей культуре, к вашему жизнелюбию, к вашей вере в будущее. Мы приходим к выводу, что необходимо уже планировать нашу деятельность, и есть такие основания для этого. Через 5 лет закрыть все полигоны на Земле. Остановить производство и распространение ядерного оружия по всей Земле и до конца нашего века полностью разоружиться. За безъядерный мир, да здравствует жизнь на этой прекрасной земле.
послушайте небольшой отрывок из нашей песни, нашего движения. Вот этот жест нашего движения. Безоружная рука. 私たちのミーティングでは常にこの歌をこういうふうに手を広げて、歌詞のない主題ということを表現するために手を広げてこの歌を聴くことにしています。どうぞ立ってください。А сейчас мне хотелось бы, дорогие друзья, предоставить слово человеку, который, несмотря что вроде бы ушел в другую творческую стихию, продолжаем считать его нашим поэтом, не говоря уже о том, что своим большим товарищем и другом Алжасу Сулейменову. Спасибо, спасибо. Я прочту, это не новое стихотворение, но некоторым из вас, может быть, оно неизвестно. Более парит коричневый орел, приветливо качая клювом. Я возвращен, я приобрел вновь мир, который меня любит. Оцепенев, глядит змея, стесняется. Здорово поле, любой тушканчик за меня и жизнь готов отдать, и боли. Нет лишних в драме, все на сцене, и знает даже муравей. Мир без него неполноценен. Поддакивает скоробей, он ходит задом наперед, мой жук навозный, его любят, его никто не упрекнет, случайно разве что наступит. Спокойно здесь и без вина, без отрицания былого, встречаются, как слух и слово, сливаясь в вечность времена. В песках неспешности закон увековечен черепами. Здесь, понимаешь, прав Зенон, мы не догоним черепахи, и потому живи и спи, не торопи заботой вечность. Прямая — это только пи, направленная в бесконечность, и не пытайся измерять круг суммой абсолютных чисел, и не пытайся все понять, иначе все теряет смысл. Слезами лета орошены, овеяны столетий пылью, мы плохо выучены былью, легендами развращены. А за отаром поезда, один из них — мое отчаяние. Не дай мне более опоздать, закономерно и случайно, не дай мне более все понять. А если это невозможно, если это в вашей воле, простите более, опаздывают поезда, опасен семафор зеленый, упала серая звезда, опаздывают самолеты, прищурил бровью карий свет, мыслитель доброго столетия, всего на расстояние плети, опаздывает твой совет, тень будущего на портрет, навалится, ломая краски, любимая, на сколько лет опаздывают твои ласки по клавишам и закричат на выручку, быстрее листа из эпоса джигиты мчат, опаздывая лет на 300. Өткеннің бәрі тарих.
өздеріңіз көріп бағамдағандай, Олжас Сүлейменовтің 88 жылдығына арналған ғасыр автор атты мұрағаттық хроникалық бейне альбомды назарларыңызға ұсындық. Барлығы ойымыздан өтті, жадымызда жаңғырды. Свободой головы мороча, мы долго говорим о том, что надо бы сказать короче о самом главном и простом. Строчи, поэт, любым калибром, сади слова любой обоймой. Стих может быть и не верлибром, поэзия была б свободной. Поэзия – это всегда поступок. В этих словах классика воплощена формула его преобразующего землю жизнетворчества. Не случайно международное антиядерное движение Невада-Семипалатинск Олжас Сүлейменов называет своей лучшей поэмой. В эту поэму входит остановка испытаний и закрытие 5 полигонов в мире, создание глобального антиядерного альянса, проведение в Алматы Конгресса избирателей мира против ядерного оружия, который дал шанс миру отказаться от своего ядерного конца и продолжить свой маршрут в будущее. Сейчас мы хотим предоставить слово многолетнему соратнику и другу Олжаса Омаровича Сүлейменова, вице-президенту Международного антиядерного движения Невада-Семипалатинск Валерию Айтмукашевичу Жандаулетову. Дорогие друзья, сегодня, в день 88-летия выдающегося деятеля современности, эпохальной личности, в душе каждого прогрессивного человека, безусловно, звучат проникновенные, глубокие стихи, слова Олжаса Омаровича. И сегодня в этом зале собрались поклонники его многогранного таланта. Поступают многочисленные звонки, поступают многочисленные поздравления. Даже вот с утра мы уже, находясь здесь в зале, получаем их и, к сожалению, не успели даже передать их ведущим. Но столько теплых слов, столько душевных слов идут от всех регионов страны и стран ближнего и дальнего зарубежья. Безусловно, талант Олжаса Омаровича нашел отражение не только в его стихах. На его стихи ставятся спектакли, на его стихи всевозможные сценарии составляются, постановки в театрах, на его стихи пишутся многочисленные картины, интереснейшие произведения. Ему же самому посвящены многие стихи, многие книги, которых вот сегодня вам вручили самую последнюю его книгу. Только за последнее время их было, по-моему, 4. Сейчас он работает над очередной книгой. И поэтому мы все с любовью, с особым чувством признательности этому человеку, нашему другу и соратнику посвящаем сегодня наши думы, наши сердца. В этом замечательном фильме, который мы, к сожалению, его немножко даже сократили, потому что достаточно длинный фильм, было много теплых слов сказано про наше международное антиядерное движение Невада-Семипалатинск. Было очень много сказано слов про его произведения. И я бы хотел остановиться от имени в зале очень много ветеранов, активистов международного антиядерного движения. Приехали представители из многих регионов нашей страны, приехали представители и с ближнего зарубежья. Поэтому хотелось бы сегодня от имени невадовцев сделать такой какой-то оригинальный подарок. И мы подумали вот на секретариате движения, ну и решили, что вот будет очень оригинально, если мы подарим ему, увековеченную в одной из картин, его произведение, которое вы сегодня все это произведение целиком прослушали. Да, но была такая, их много картин, но в связи с тем, что мы остановились именно на этой картине, прямо с выставки, которая проходит в Костеевке, и из коллекции
известного антиквара, известного коллекционера Азата Акимбека, значит, мы выбрали одну картину, которую я бы хотел сейчас остановиться, чтобы вы ее посмотрели. Дело в том, что один из влиятельнейших художников в современности тоже, именно многогранность, графика, живопись, масло, акварель, по национальности узбека, была выпущена целая серия картин «Поэзия» Алжаса Сулейменова. И вот эту картину, которую мы выбрали, это символ, у нас есть сертификаты на эту картину. Этот художник Медат Кагаров выразил в ней, я думаю, мысли всех невадовцев. Поэтому я попрошу и хочу показать вам эту замечательную работу. Как вы видели и на экране, эта картина называется «Красный гонец, черный гонец». И это глубоко символично. Для нас, невадовцев, естественно, черный гонец – это взрывы на полигонах, это война, это ядерное оружие. А красный гонец, представителем которого безусловно являются невадовцы, это борьба за безъядерный мир, за чистое небо над головой, за чистую экологию, за чистую воду. И от имени всех невадовцев мы хотим сегодня, вот после нашей встречи, мы поедем к Алжасу Омаровичу, передадим этот подарок. Вместе, я вот говорил, не успели всех, вот только что подвезли приветствия от Павлодарского, от Тима Павлодарской области, Джамбульской области, от имени Молинской области, и Симбалакинска привезли приветствия. Мы все эти приветствия. Микрофон қайтсаңыз. Значит, пришло очень много приветствий, и вот данный подарок от невадовцев, вместе с теми вашими, кто не успевает, естественно, невозможно сегодня предоставить слово всем, мы передадим все приветствия, все подарки, все это именно Алжасу Омаровичу, и передадим ваши теплые чувства, теплые слова. Я думаю, что Алжас Омарович – наша гордость, и мы всегда будем на него равняться. Спасибо. И мы, продолжая, в общем-то, уже, наверное, как-то и завершая вечер, хотел сказать, искусство, творимое Алжас Сулейменовым, это самосознание культуры. Его литературные и научные произведения воспитали несколько поколений читателей Евразийского континента, и я думаю, что они и будут еще в будущем очень долго служить примером и воспитывать не одно поколение не только казахстанцев, но и всех евразийцев, а может быть даже и во всем мире людей. Сейчас, по выражению автора, пришло время вернуть народам энергию для реакции чести и сделать это поэзией новой книги, чтобы 21 век стал подлинным веком прозрения. Мы хотим поблагодарить всех, кто сегодня пришел поздравить Алжаса Омаровича с днем рождения, передадим ему все ваши прекрасные слова и поздравления, и желаем всем нам очень много-много встреч с автором века. Спасибо. Құрметті қонақтар, менің әріптесім бүгінгі кешті жүргізген Бұқайға Дина Маратқызы жаңа жиын туралы айтып өтті. Дина Маратқызы, рахмет сізге. Осы ұлттық кітапхана қазақтың барлық тұлғаларын, қайраткерлерін дәріптеп, насихаттап келеді. Мұрат Әуез ағамыздың өткен жылы 80 жылдығын өткізді. Биыл тағы да Фатима апамызға арналған кітаптың таныстырылымын жасап, Мұрат секілді қайраткерлерді көрерменмен, оқырманымен қауыштырды. Бүгін осы залға кіреберісте байқасаңыздар, Олжас Омарұлы Сүлейменовтің кітаптарынан ұлттық кітапхана ұжымы арнайы көрме ұйымдастырды. Жыл сайын дәл осы күні 18 мамырда ұлттық кітапхана ұжымы барлығы бірлесіп ақын Олжас Сүлейменовтің туған күнін дәстүрлі түрде атап өтеді. Ол дәстүр жалғаса береді деп сенеміз, Бақытжамал Қайырбекқызы. Өзіңіз бастаған ұлттық кітапхана ұжымына алғысымызды айта отырып, барлық көрермендерге, бүгінгі кешке келген Олжас ақынның замандастарына айрықша алғысымызды айтамыз. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар, жақсы күндерде жолығайық.